несанкционированный пляж, здесь купаться запрещено, таблички не имеется. Профилактические беседы с отдыхающими. Сотрудники ГИМС проводят рейд на диком пляже. И хотя он считается неофициальным, желающих искупаться это не останавливает. Рейды проводятся в целях обеспечения безопасности людей. С начала летнего сезона были зафиксированы случаи гибели людей на водных объектах, в местах подобных этому. У нас в городе Якутске был случай, утонула девочка на 203-м микрорайоне. Да, там тоже дикий пляж у нас. И даже после предупреждения отдыхающие не спешат покидать пляж, а кто-то и вовсе игнорирует сотрудников ГИМС. Девушки, можно вас? Вы знаете, что здесь купаться запрещено? Инспекторы отмечают, заставить отдыхающих не купаться они не могут, уполномочены лишь проводить разъяснительную работу. У нас нет полномочий принимать меры воздействий. Мы можем только проводить профилактические беседы, объяснять людям, что купаться в таких местах очень опасно. И рекомендовать купаться в тех местах, где разрешено. А разрешено купаться только на 202-м микрорайоне. Городской пляж для этого полностью оборудован. В акватории установлены буйки, регулярно берутся пробы воды и круглосуточно дежурят спасатели. Но горожане все равно стремятся отдохнуть там, где небезопасно. И даже если ехать до этого места, приходится достаточно долго. Вы вообще с города? С города. И специально сюда в Тулагину? Да, ездим. Каждый день ездим. Чисто? Вода чистая, теплая. Ну, конечно, илистая чуть-чуть, но нормально. В Якутске есть единственное место, где можно купаться, здесь второй микрорайон. В селе Тулагина несанкционированные пляжи заполнены людьми с утра и до позднего вечера. Многим не страшны ни сильное течение, ни обрывистое дно. Купаются даже несовершеннолетние дети. Это еще один дикий пляж, который находится в Тулагино. Как мы видим, здесь достаточно много мусора, спасателей нет и даже неизвестно, какая здесь глубина. Но это не останавливает отдыхающих. К тому же здесь очень много детей, которые купаются без присмотра родителей. Подобные рейды инспекторы будут проводить регулярно и даже когда купальный сезон официально будет закрыт. Тамара Дудина, Виктор Рукавишников, Вести, Тулагино, Кильдямский, Наслек.